Скажите, пожалуйста, хоть один собственник, который возмущается, допустим, повышением платы, не тарифа, а платы за содержание и текущий ремонт. Но хоть один гражданин города обратился в суд о неправомочности принятия или распоряжения городской администрации. Такого решения на сегодняшний день нет. И хочу сказать, вернемся к истории создания чистого города. И, Михаил Николаевич, вы знаете, Евгения Ивановна даст подтвердить, что общественная организация была идейным вдохновителем создания муниципального предприятия. Для чего? Потому что, чтобы уйти от тех обманных решений и махинаций управляющих компаниями, когда Надежда Ивановна не даст соврать, когда люди просто забыли, что в 2013 году мы платили ОДН за электричество больше, чем потребляли в квартире. Если я платила за индивидуальное потребление 100 рублей, то за общедомовые нужды я оплачивала 200 рублей. Как это было сделано, каким образом это было сделано, наверное, тоже на каком-то основанном законе. А относительно коммунальные услуги я хочу сказать следующее. Эта организация была образована 17 ноября 2016 года. Учредителем тоже явилась администрация города. Лицензии данной организации имеет, она бессрочная, значит, лицензии получены до вступления нового закона в 2018 году. Вы путаете, 5 лет. Срок действия лицензии это 24 января 2022 Я могу вам года. принести документ. 31 декабря 2023 года. Нет, вот я могу вам принести документ, где написано бессрочно. Нет, бессрочно, это закон изменили, поэтому читайте закон. Ну, я почему-то, как немножечко бывший юрист, считаю, что закон обратной силы не должен. Нет, там изменили, поэтому... А там этот закон вступает с 11 января 2018 года, была приписка в законе. Вот с этого момента исчисляется 5 лет для всех, кто был Ну, ранее. хорошо. Значит, тем не менее, значит, у нас будет до 23-го. Нет, здесь, извините, пожалуйста, здесь никто не оспаривает полномочия МУП. Вот Михаил Николаевич сказал, раз в домах нет совета домов, и они, естественно, а в городской администрации нет нормально функционирующий отдел ЖКХ, который должен был работать домами, и, значит, естественно, получилась такая картина у вас. Вот люди не знают, как, что, к чему, и пошло-поехало. Николай Алексеевич, можно еще я хочу сказать? Ну вот Михаил Николаевич говорит, что мы вместе работаем, и я как представитель общественной организации тоже хожу на собрание к жителям, на машиностроителей 25, вот было, значит, на 30 лет Чувашии, дом 9, где жители обратились ко мне и сказали, каким образом, не проводя собрания и нас не уведомляя, мы из коммунальных услуг автоматически перешли в ООО «Проспект». Бывая на этих собраниях, юрист этих всех управляющих компаний одно лицо конкретно говорит, что никаких советов домов не надо избирать, мы это все за вас сделаем сами. И почему предметом данного разговора является только МУП коммунальные услуги, это один вопрос, потому что здесь много домов. Почему не предметом обсуждения не стал ни ООО-центр, который точно такой же банкрот, и брошенные были дома 5. Почему не стал предметом обсуждения ООО «Дружба», которая бросила целый район элеватор и не обслуживала? Почему только МУП, вот как камень преткновения? Да, у нас много домов, да, у нас много домов и много недостатков. Но тем не менее, посмотрите, что творят наши многоуважаемые ООшки, как они ходят и вынюхивают. Да, вот здесь и чистый город, и коммунальные услуги выполнили более-менее все работы, и теперь слоняют и обманным путем забирают дома. Это никого не волнует. Почему? А я вам скажу, почему. Потому что сегодня, я так понимаю, что в городе нет руководителя, который отвечает за систему ЖКХ. Если бы этот руководитель был замглавы администрации, если глава администрации не успевает
то он должен был бы отвечать, он должен был бы следить, почему у нас, как вы говорите, дома, где уже провели определенную работу, значит, эти управляющие компании, значит, потом банкротятся, значит, эти дома, значит, этим домам присасываются, извините, другие управляющие компании, вновь созданные, зная, что в этом доме уже, извините мне, тратиться почти не надо, за содержание, значит, собирают, тратиться не надо, у них получается нормальный доход. А там, где эту работу не провели, это особенно касается даже по тем домам, где уже прошли капремонт, или новые дома, где проблем нету, скажем, да, их пытаются это. Но, я еще раз хочу сказать, если бы власть была, если ваши депутаты, извините, городского собрания и комиссии по ЖКХ, которые у вас там есть, они бы за этим контролируя работали, то они бы, так сказать, этого не допустили. Людям бы объяснили, сказали бы, уважаемые товарищи, пришли бы туда на собрание. А сейчас получается у вас как ведь приходят эти дома, как вы говорите, где уже много что сделано, и затрат мало, приходят с заднего крыльца, находят пара человек, им доплачивая что-то, и эти люди, значит, ходят по квартирам, собирают подписи, особенно в тех домах, где у нас проживают пенсионеры, а их обманывать ничего не стоит. А мы еще судились, все равно ничего не могли добиться. Вот вопрос-то в чем. И поэтому я Михаилом Николаевичем согласен в том плане, что если в каждом доме при содействии городской администрации, депутатского корпуса вашего, городского, создавались как раз советы домов, это у вас не было бы. А то есть получается так ведь, как у нас обычно бывает, во время выборной кампании все, значит, бегают, обещают, выборы прошли, депутаты пропали. Этих же домов, которых избрали, их не могут найти. Вот эти проблемы сейчас должны заниматься, по большему счету, ваши депутаты. То, что у вас в городе, так сказать, один за другим эти управляющие компании банкротятся непонятно как. Должны заниматься ваши депутаты. А в итоге, значит, они с помощью жильцов города Канаша стали депутатами, а когда проблемы у жильцов возникли, а их невозможно найти, извините меня. Вот вопрос-то в чем. Ну, давайте, значит, в общем, понятны, значит, претензии. И, значит, мне кажется, что здесь ключевая проблема. Сейчас вот эту систему захода с заднего крыльца, уговор жильцов сразу изменить мы не сможем. Николай Алексеевич, вы это прекрасно понимаете. Мы не сможем. Но наша задача, значит, помочь хотя бы вот тем людям, которые собрались здесь сегодня. Вот. Они высказывают трезвые суждения. Михаил Николаевич, мне показалось, правильно, значит, вывел проблему. Есть люди на зарплате, они трудятся в администрации города, вот. Но реальной работы с их стороны не видно. И не может быть, там один человек сидит какой-то, якобы вот он этой проблемой занимается. Значит, нам сейчас надо установить что? Установить первое, какое должно быть штатное расписание в город администрации и какое количество, значит, людей должно там работать. Второе, узнать, почему, значит, штат не набран. Маленькая зарплата или суеты много, люди не хотят идти. Вот. Третье, значит, показать и главе районной администрации, и главе городской администрации с тем, чтобы они совместными усилиями, значит, хотя бы нормальный штат в своем городе организовали, подобрали. Хоть это трудно, понятно, все, но для этого они там и поставлены. Сделать обращение к городскому собранию депутатов в обязательном порядке, что, значит, имеется вот эту проблему. Теперь по высказанным претензиям. Значит, мы приехали не для того, чтобы вот выслушать и уехать. Значит, нам нужны конкретные обращения. Почему? Потому что в Государственном Совете сейчас мы работаем с обращениями, которые, значит, имеют реальную подпись. Я не знаю, как там, значит, что писали в «Правде ПФО», откуда нашли эту женщину. Оказывается, что
вообще этой женщины в реальности не существует ее, да. Но вы-то ведь, в общем, решительные и не глупые люди, вы никого не собираетесь не спровергать там или, значит, что-то строить, вы высказываете абсолютно нужные реальные требования. Поэтому нам нужно заявление. Я вижу, значит, здесь есть представители, вопрос у представителей, которые обслуживают ООО, управляющей компании. Здесь есть люди, не понимающие вот эту ситуацию, или они-то эту ситуацию понимают, но они хотели бы разобраться до конца, значит, с вот этими коммунальными услугами, как она называется, и чистым городом. И здесь мы уже будем работать с городской администрацией, с тем, чтобы они в таком вот срочном порядке действительно начали решать эту проблему. Как бы это ни показалось странным, мне кажется, что вот эта очень неприятная ситуация, которая возникла, с другой стороны имеет и положительную сторону, потому что она хотя бы, значит, привлекла внимание к себе, и это, естественно, подтолкнет непосредственную власть к тому, чтобы в конце концов приступить к решению данной проблемы. Поэтому откуда мы можем получить, может быть, не сейчас, по электронной почте четко обозначенные заявления по пунктам. Значит, Заявление от кого? От какого лица? Любое лицо, или же вот представители общественной организации, сейчас это уже, оказывается, не общественная организация, сейчас это уже контролирующая организация. Есть орган общественной самодеятельности, по уставу которой является субъектом общественного контроля Вот. в сфере ЖКХ. Но нужно от вашей организации заявление, которое бы устроил всю массу людей. Вот я почувствовал, есть некоторые, значит, Михаил Николаевич, вот противоречия здесь присутствуют. Тут дамы почтенные присутствуют, они тоже, у них есть соображения, чтобы их значит, мысли, соображения тоже вошли в это заявление. Понимаете, чтобы заявление было объективным. Вот. Я на сегодняшний день понял, что действительно правильно тут сказал Николай Алексеевич, что наплевательски отнеслись к этой ситуации. Тут вот действительно акт показывали. Организация уже как бы не существовала, а она подписывает какие-то липовые акты, там, вы понимаете. Нет, этот акт, можно я скажу? Да. Этот акт я составила. Коммунальные услуги, извините, несколько дней. Подготовка к отопительному сезону. Совет многоквартирного дома, номер 1, заводская улица, извините, не выбран в коммунальных услугах. Собрание не пройдет, он сегодня только. Да, представители действительно жильцов не приглашены на обход данных, извините, инженерных коммуникаций и конструктивных элементов. Просто общий осмотр, осенний осмотр к пуску тепла, к подготовке приему к отопительному сезону. Тут сразу... ничего, да. планов так таковых. То, что с чистого города, извините вы меня, чистого города, то, что все планы работы, которые мы в отношении этого дома все сделали. Все. На сегодняшний день план мероприятий просто устно накинуто. Что действительно вся инженерка, все конструктивные элементы находятся в удовлетворительном состоянии и в рабочем состоянии. Без аварийной ситуации на сегодняшний день дом работает по всем инженерным сетям. Это я составляла, я сама была в этом доме, начиная с крыши, заканчивая подвальным помещением. Я сразу просил прощения, вот потому поэтому что это только для нас, Хорошо. Извините вы меня, только для нас, что действительно данный вид работы пройден, выполнен, и дом действительно, потому что уже получил теплоноситель в это время, назначенный день и все такое. И вся система работает. Вы, значит, разумно здесь говорите. С вашей точки зрения, какие все-таки существуют проблемы, которые сейчас необходимо решать? На сегодняшний день по этому многоквартирному дому... Да не только по этому дому, вообще в целом вот тоже по этому. Хотя бы по этому дому. Я пока поэтому и в общем я могу сказать, но то, что действительно нарекания коммунальным услугам,
резкое повышение вот этих цен. Но в этом 501 постановлении распоряжения администрации города четко и ясно сказано вторым пунктом, что все собственники жилых, нежилых помещений вправе созвать неочередное общее собрание, решить способ управления, решить управляющую компанию и себе назначить цену, тариф на содержание, текущий ремонт. Хорошо, тогда возникает вопрос. Да. Постановление подписано, люди-то об этом знают? В августе месяце, в конце августа, в сентябре, значит, в начале сентября, значит, коммунальные услуги и чистый город, значит, выпустил 2 квитанции. В этих квитанциях в правой стороне, значит, мелким шрифтом уведомление было донесено до каждого собственника, что до 17 августа... А вы знаете, извините, пожалуйста, вы знаете, вот я пенсионер, я беру его, вот как вот эти мелкие, вот эти мелкие, я его читать не буду, скажу, ой, опять что написано эти, скажу, все. Понятно. Я прошу прощения, давайте перебью и сразу скажу, как должно было быть. Да. В связи с тем, когда после банкрота МОП Чистого города мы, как инспекция, отправила в администрацию города Чебоксары для проведения собраний. Согласно законодательству. После, то есть, как исключили из реестра лицензий дома из Чистого города, администрация города обязана была созвать в течение 5 дней собрание, объяснить людям, либо выбрать способ управления самостоятельно, либо сказать, мы назначаем временную управляющую компанию. Вот. Единственная ошибка — это администрация города, которая проморгала. Вот это, то, что вам, видимо, сказала, вот напечатайте, это будет достаточно. Вот такая она, вот люди этого не увидели, люди об этом не узнали. Вот поэтому сегодня вот такая вот балага идет у нас. Администрация города распечатала, значит, объявление о том, что действительно вот с этого момента, значит, чистый город обанкротился, и, значит, временная управляющая компания... Извините, пожалуйста. Вот только что сказал в соответствии с законом, как должно было быть. А того, что, так сказать, администрация какую-то бумажку это сделала, это ни о чем не говорит. Мы как раз сегодня говорим о том, что из-за того, что я так понимаю, что в администрации нет такого отдела, живого отдела, который работал бы управляющими компаниями и домами, а этого не состоялось. Вот и все. Вот так и говорите, а то начинаете говорить, бумажку написать. Объявления вот эти вот мы вывешивали, мои работники вывешивали. Мы знаем, как эти объявления долго висели, как люди читают сейчас. Никто не читает толком. Живое общение. Но факт, что вот развешивали на этой школе какую-то информацию. Я хочу сказать по этому вопросу. Статья 200 жилищный кодекс, там все написано, как это должно быть. В 2015 году мы в течение месяца у 250 домов провели собрание. Если даже оно не состоялось или не было кворума, выходит конкурс, было все это сделано. Сейчас из-за того, что вот, администрации нет действительно ни структуры нормальной, ни численности, и знающих квалифицированных работников в сфере ЖКХ, у нас возникает вот такое непонимание. Просто уточняю, выбор совета дома не зависит от выбранной управляющей организации. Она меняется, не меняется, конечно, совет дома конечно, сам по себе, да. Он может быть при любой, так что здесь... При любой власти, скажем. Белые пришли так, красные пришли, а совет дома есть. Они могут свое собрание и по отчету и так далее провести. Все правильно. И еще хотела сказать, поскольку администрация города должна понимать, что у них нет компетентных или профессионального своих знаний в области ЖКХ, их работников. У нас есть общественная организация, которая работает уже, Николай Николаевич, сколько у нас лет? 6, наверное, лет точно. Нет, больше мы даже. уже за это время много чего наработали. Так что себе очень во многих домах проводили собрания, у нас есть опыт. Ранее у нас ежемесячно 2 раза в месяц, через 2 недели, глава администрации собирала общественный совет, этот самый костяк. И мы высказывали свои проблемы, и не просто проблемы, мы высказывали решение этих проблем, к нам прислушивались. Но с некоторого времени даже представители общественной организации попросили уйти с еженедельной планерки по вопросам ЖКХ. В понедельник собираются директора управляющих организаций, при этом всегда приглашали, и даже само собой было это разумеющееся как-то, председателя совета, общественного совета. Даже 2 иногда было, когда нужно было решить какие-то проблемы и мы предложили.
с некоторого времени просто попросили не приходить больше. У нас отняли и помещение, где мы собирались. И вообще мы бы могли им, городской администрации, очень хорошо помочь и в организации собраний, и в проведении лекций, что ли, повышении квалификации с советами домов и так далее. Но почему-то нас или боятся, или не хотят, может быть, ну очень... А боятся, потому что власти, вы будете говорить то, что они должны делать, а им этого не хочется делать. Вот и все. А прежде всего, мы не, как это говорят, не злые, что ли, не хотим, мы хотим добра своим же людям, своему же городу. У нас есть желание помочь городской администрации. Если в городе самой администрации отсутствуют люди, специалисты, которые знают систему ЖКХ, извините, у нас сегодня в городе Канаше есть десятки людей, которые в этой системе проработали, знают прекрасно, как что это делать. Их можно и нужно было использовать. А этого не хотят, потому что, да, а этого не хотят, потому что человек, который от власти независим, он обычно власти говорит неприятные слова на их недостатки, что не дорабатывает. Вот и все. Вот и получилось у вас, вот она каша-то. Когда они заслужат, мы готовы просто помочь. Ну, сейчас главное помочь, я думаю, все-таки вернуть помещение хотя бы людям. А то здесь сказали, даже из помещения выгнали. Да нет, не выгоняли, просто мы собирались в большом зале администрации города, он всегда был для нас открытым. Вот сейчас и ковид, и все такое. Ну, только предлоги. Ну, под ковид можно сейчас все, можно, людей можно не выпускать. Так Вот что... вы знаете, хотя бы на бумаге была бы изложена, вот сейчас последняя женщина, я прошу прощения, не знаю, как зовут, было ведь высказано очень много трезвых мыслей. Вот если бы они были изложены на бумаге от имени Совета, мы бы сегодня получили бы эти бумаги или одну бумагу, то можно было бы по ней работать. А то вот так мы приехали, вы приехали, поплакались и разошлись. Вот. Так не должно быть. Когда мы получим вот этот документ, подумайте, вы общественный совет, люди мудрые, и вот эти проблемы должны быть изложены. Но для нас напишите вы нам, не напишите вы нам. Значит, ясно, что действительно в городе Канаше творится неладное. Система жилищно-коммунального, да и вообще, не просто система жилищно-коммунального хозяйства, а вообще что-то в Канаше происходит при нынешнем главе печальное. Поэтому, значит, мы будем поднимать этот вопрос, но все-таки нам нужна не вот эти вот подкидные бумажки, там, на основе которых кто-то что-то пишет, а нам нужен ясный, четкий запрос от общественной организации. И самое главное, вот раньше приглашали на планерки представителей, а сейчас говорят, идите отсюда. Что это такое? Даже дело не в помещении. Ну, надел маску, пришел на планерку, послушал, что происходит. А тут на планерку не ходил, потом, ну, развесили, надо сказать спасибо, развесили на подъездах объявления. Они повисели полдня. Ну и вот вся информация. А если бы там были люди, так они, естественно, бы предприняли все усилия для того, чтобы и по звонкам, и по телефонам, все бы знали уже, что такая. А если вас там не было, и вы не знали, вот оно получилось такая. Хотя бы вот одно это, то, что присутствовала бы общественность на планерке по понедельникам, уже не было бы вот этой вот, паровоз не сошел бы с рельсов. В конце концов, Игорь, правильно говоришь, в городе Канаше при всем том есть городское телевидение, да? Ведь можно было бы заплатить городу и каждый день в течение там 10 дней, да, показать, что надо делать, чтобы и то было до людей дошло. Потому что один, второй, третий, кто сегодня увидел, кто завтра увидел, в конце концов, до людей бы дошло. И четко они понимали, что надо делать. Вот и все. А никто ничего не хочет делать. Нет, хотели как бы тихонько проскочить эту ситуацию, может быть, я не знаю. Но вот тихонько не получилось.
Михаил Николаевич, кто напишет? Я вам вот это предварительное, что есть, документы готовы, я вам передам. И чтобы коммунальные услуги на нас не обижались, что мы только жалуемся, да, здесь в правде ПФО даны сканы платежных документов чистого города и коммунальных услуг. Сказано, одни и те же люди работают, правильно сказано. И вот 2021 год, значит, предъявляются платежные документы пользователями собственников помещений 246 домов, сейчас 230 осталось. Так? Нет. Платежные документы, в которых указана одна единственная единица измерения. Там не рубль, не копейки, квадратные метры. Вот это, чтобы не было так, я сейчас, Галина Владимировна, вы заместитель директора коммунальных услуг, передаю вам образец платежного документа, который соответствует требованиям приказа Минстроя Российской Федерации. Можете сравнить? Хорошо, то, что в программе сделано. Нет, в программе это у нас Исправить. водоканал, канал сети, МПУ, КЖКХ и так далее дают же вот примерно по этому образцу. А почему две организации крупнейшие? Ну, я, например, Михаил Николаевич, то, что в правде ПФО написано, что одни и те же люди работают, я в этом криминала не вижу. Специалисты у вас... Криминала нет. Специалисты, они должны работать. Ну, давайте Любой бы, так сказать, любая бы управляющая компания бы, если даже у нас Чебоксара тоже, как только он разваливается, появляются новые, там, кроме руководителей, специалисты те же самые остаются, потому что в системе ЖКХ работающих специалистов нету. И более того... Я весьма далек от того, чтобы говорить, этим людям дать те, которые в чистом городе работали, дать волчий билет, чтобы канаши близко не подпускать. У меня в мыслях этого нет. Пусть работает. Надежда Ивановна, ваша квалификация, кто-нибудь сомневается из здесь сидящих? Я не знаю. Нет, Надежда Ивановна, работайте, пожалуйста, до 65 лет. Галина Владимировна, Что? к вам какие-нибудь претензии есть, почему будущий директор коммунальной услуги уступил свое место, но работаете сейчас? Нет. Единственное, чтобы все те недостатки, упущения и нарушения, которые допускались и которые послужили причиной банкротства, не переходили в новую муниципальную управляющую организацию под названием коммунальные услуги. Чистый город до банкротства довел, инициировала банкротство администрации города и довела до банкротства не кредитор какой-нибудь, а администрации города учредитель добился. А в чем смысл? Зачем она это сделала? Ну, работает организация, работает. Ну, что ее, зачем? А вот это в администрации города надо спрашивать. Как раз сейчас там нас ждет Михайлов, звонили, сейчас заедем, мы выскажем. Так, значит, вот мы выяснили. Документы предварительно я получил. К среде следующий, пожалуйста, сделайте мне заявление. Вот. Ну и мы, наверное, с Николаем Алексеевичем, как только мы получим ответы на запрос, мы постараемся еще раз приехать сюда. Вот сейчас переговорим с главой города Уфу. Да, с главой города, с администрацией, да. С тем, что если вас не пускают туда, ну хоть мы приезжать будем что-то вам рассказывать. Вот. По разрешению, по личному разрешению главы администрации. Ну вот сейчас я попытаюсь... Я стесняюсь при вас ругаться матом. Нет, чтобы... Если, я так понимаю, если в городе от того, что он ругается матом, город движется к светлому будущему, пусть он ругается. Но, к сожалению, мы видим, что от того, что он ругается матом, у вас город не развивается.
и не двигается светлое будущее. Вот беда-то в чем? Одно хорошее слово может так сильно продвинуться. Конечно. Ну это уже лирика. Все, спасибо. Встреча показала, что собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, управлявшихся муниципальным унитарным предприятием «Чистый город», не были должным образом уведомлены о банкротстве этой управляющей организации. Им руководители и специалисты, бывшие управляющие организации, а также муниципальное унитарное предприятие коммунальные услуги, определенного администрации города Канаш по распоряжению номер 501 от 18 августа 2021 года на срок до 1 года, новой управляющей организации не довели информацию о роли и порядке участия собственников и нанимателей жилых помещений в МКД в выборе способа управления управляющей организацией и о существенных условиях новых договорами управления многоквартирными домами. Советом многоквартирных домов не доведены предложения организаций и предприятий, претендующих на управление домами. Усугубило положение дел и то, что в администрации города существует слишком много вакансий, вакантных должностей муниципальных служащих отдела жилищно-коммунального хозяйства. Длительное время не замещается должность заместителя главы, начальника отдела ЖКХ. И одновременно с этим во всем городе осталось не более 40 действующих советов многоквартирных домов. Их должно быть не более 360. Значит, нарушены самые надежные и эффективные каналы связи собственников помещения с управляющими организациями. Председатель комитета Госсовета Чувашии и его заместитель руководителя Госжилинспекции попросили участников встречи в письменном виде довести до Государственного совета Чувашской Республики свои замечания и предложения по нормализации положения дел в городе. Что последует за этой встречей, постараемся осветить в одной из следующих передач, в которой, надеемся, будут участвовать и руководители города. На этом наш выпуск подходит к концу. Это была передача «Давайте разберемся». До новых встреч!